Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Мы сегодня продолжаем наш рассказ на страницах истории о Мухаммаде Чаяшинском. Так же, как мы на прошлой передаче говорили, что мы это сделаем в этой передаче, надеюсь, сегодня мы полностью раскроем эту личность и расскажем вам еще много интересного и удивительного об этом человеке. В гостях у нас по-прежнему Айшат Гаджиева, автор его биографии, которая раскопала очень много интересных данных, хотя по специальности и не является историком. Ну, как мы уже знаем, очень часто так бывает. Человек, который что-то любит, находит то, что он ищет, поскольку Аллах его направляет. Надеюсь, сегодняшняя передача будет такая же интересной, как и предыдущая. Итак, Аиша, давайте продолжим. Ну, надо, наверное, сказать, что жил мальчиком, когда он был, была Кавказская война. Когда он жил, стал взрослым мужчиной, уже дошел до уровня шейха. Это было тоже небезопасные, волнительные годы, когда, я хочу сказать, это уже было время восстания. Да, 1800, да? Да, 1977 года восстания. Я знаю, что он сам не принимал участие, ну, я не знаю, я могу ошибаться, но немножко хотелось бы от человека, который писал его биографию, узнать, действительно он участвовал, нет, и за что был сослан тогда. Дело арестован. в том, что, естественно, открыто, может, он не выступал. Но раз у него этот тесть был Гуйминский, была связь с шейхом Джамалдином Куддис-Сурсиру. Естественно, без этого, ну, то, что вот все равно была какая-то участие. Не может быть, чтобы они не участвовал он. Но это было, видимо, скорее всего, скрытно. Чтобы открыто это нет, чтобы люди не знали. Но скрытно все равно он, видимо, да. И вот получается, в 1877 году, когда вот первая война, начали арестовывать вот, царские власти, начали, естественно, первый удар получили алимы, вот кто участвовал в этом восстании. И, естественно, всех ну, вот, задержали. А село-то у нас находится... Ну, как-то вот он не на виду, как бы получается, где-то там, на границе, где-то. Его как бы всех поймали, арестовали, кого надо было, всех зачинщиков. И он как бы остался. И получается, когда вот Кумухи царские, ну, войска там, или царский генерал начал, говорит, вот, все, мы освободили вас от всего, вот перед народом выступил. Один кто-то вот вышел вперед, говорит, вы, говорите там, высушили, ну, типа он сравнивает озеро там, речку, а вы оставили самого главного зачинщика, это Чаяшинский. Океан знаний, да? Да. И вот после этого, естественно, царские эти солдаты, видимо, там с генералом или с кем, они идут в село Чаящей, за ним арестовывать его. И там такая тоже особенность, когда они пришли, он знал, видимо, догадывался, что они идут, они под утро пришли в село. Он говорит, подождите, говорит, но он понял, зачем они пришли. Он говорит, подождите, говорит, пока сын проснется. Да, теперь, говорит, зачем не надо ждать, давай садись. Ну, не слушались. И когда сели, говорит, лошади не стали идти. Не смогли, они сколько, вот односельчане говорят, сколько их, вот они били, не получалось. Говорит. Потом они стали ждать. Потом он, говорит, пошел, молитву какую-то прочитал перед лошадями, их погладил и сказал, ну что, дорогие, надо уже, это кадар. Надо идти, да? Да. Попрощался со всеми. Конечно, там все односельчане, не только односельчане, все соседних сел и Акушлинского района, все пришли его проводить. Там такой протест был, вот они даже не могли уйти. Они даже ждали до ночи, что потом успокоили, чтобы они могли по другой дороге Тимирхан-Шуру его привезти. То есть они побоялись волнений в других районах и скрытно увезли его? Да, его увезли скрытно.
Со всех близлежащих сел Лакского, Акушинского и других районов Дагестана возмущенные люди выходили на дороги и перекрывали их, узнав об аресте Мухаммада Эфенди. Вышли даже женщины с детскими люльками. Солдатам ничего не оставалось, как отвезти Чаишинского в Казикомух. А после того, как волнения в народе немного улеглись, под покровом ночи объездной дорогой везти его в Темирхан-Шуру. 3 года провел он в тюрьме и за все 3 года ни разу не съел тюремную пищу, чтобы не впасть в грех в случае, если в пищу попали недозволенное мясо или что-то другое, что противопоказано мусульманину. И вот теперь в тюрьме он там тоже не ел ничего, он не дотрагивался ничего. А как он находился в тюрьме, если ничего не ел? Потому что у него было толокно чуть-чуть и кукурузная мука, видимо, вот это и курдюк, кусочек. И теперь, видимо, они же знают, люди, которые достигли такого совершенства, они знают, как себя, видимо, контролировать. Этот, который вот, конвой, или не конвой, а вот, который охрана. Надзиратель? Да, надзиратель, да. Вот когда он проходил, где он сидел, Мимо камеры? Да, мимо камеры, он постоянно слышал, как будто вот зикри читают, и много-много людей. Он все время смотрит, он один, а потом опять это же. Не только это, он когда приближалось время намаза, он эти цепи все мог, открывал он. Это на самом деле не просто так. Чтобы совершить омовение и намаз? Он делал намаз. Освобождался от цепи. Делал он намаз. Вот что интересно. И опять же закрывал эти же. Вы знаете, вот это рассказ это? о том, как он сидел, я читал, вот в интернете есть это описание того, как он сидел, и как боялись даже зайти, и даже были свидетельства от надзирателей, что пахнет жареным мясом из его, из его камеры. И также были сообщения, вот то, что вы говорите о намазе, о коллективном исполнении зикра, и это не одно свидетельство, а свидетельство нескольких людей. Понятно, если бы один человек свидетельствовал, можно было бы заподозрить его в каком-то подлоге или какой-то симпатии, а тем более это были христиане, стоящие на службе у царя, и когда несколько человек, которых не заподозришь, да, скажем, симпатии, которые наоборот, призваны к тому, чтобы надзирать и ужесточать наказание, говорили об одном и том же. И там был такой рассказ, что его привели этот не поверил начальник тюрьмы, и его привели к начальнику тюрьмы. Вот дальше история идет совершенно такая, и рассказана она разными людьми по-разному. Что вам известно, хотелось бы вашу версию просто услышать. Дело в том, что этот вот надзиратель пошел жаловаться к начальнику тюрьмы. Он же не знает, начальник, что у него там творится. Он сказал, там, говорит, такой вот удивительный человек, я не знаю, что за какой-то странный, не могу я его понять. Даже вот находишься, говорит, рядом, как будто много людей зикри читают, а он там, и какие-то странности происходят. И когда он пригласил его к себе, или они вот пошли к нему, и сказали, если ты нас убедишь, покажешь перед нами какой-нибудь, карамат, свой чудеса, но был такой, я даю мужское слово, что я тебе освобожу. А он говорит, какой может быть, я такой факир, раб всего Всевышнего. И когда он вот пальцы показал, открыл просто вот так, и свечи горели. То есть пальцы засверкали? Да, сверкали они. И они смотрят, не могут поверить, это он, этой пальцы или вот свечи горят. Когда он увидел, еще, естественно, он еще показал, и ночью он сказал, я вижу, ты особенный человек, не похожий на других. Я тебя отпускаю, дай мне слово, что ты больше не вернешься в Дагестан. Дагестан. Да, потому что, видимо... То есть он побоялся наказания от Всевышнего, получается, если он как-то накажет или обидит
Мухаммада Чаяшинского, другого объяснения нету, да? Он сам по себе, вот характер, он был немногословнее Чаяшинский. Это вот по его поступкам можно судить, вот какой он был. А сам по себе он очень слишком вот односельчанин, чтобы он там много... Там... Ну, обычно такие люди бывают и аскетичные, и да, да. разговорные речи тоже. И вот, получается, его освободили. Теперь что он делает? Освобождает Тимирхан Шури с тюрьмы его. Ночью он отправляется в Балхар, сокращает это расстояние ночью. Это вот там был балхарский Мухаммад Маллей, который вот писал... Маллай Мухаммад. Да, Маллай Мухаммад. Ну да, известный он был поэтом, и много в лакских альманахах, много его стихов да, есть, может, вот, и книги их есть, да. Да, ну мы знаем одну сторону, вот Мияса Чурпаева, покойная, она писала... Да, у нее тоже есть, да. Да, про его, вот, ну там, ну вот... Ну, его историю да, любви да, больше там хан. раскрыто. И вот когда изучаешь его с другой стороны, как алима, и все как он был алимом, он был настоящим алимом. Ну, раз мы коснулись любви, да. Надо сказать, что у него была любовь к девушке, да, из Кумуха, которая была выше его по положению, и он, да, понятное дело, богатая. Не мог жениться на ней, богатая, да, очень была. Очень. А он был бедным человеком, он не мог на ней жениться. Говорят, что и она его любила, испытывала к нему добрые чувства, но они это была трагическая любовь. Но ввиду того, что у него были такие знания, он был чистоплотным и порядочным человеком, он не позволил этим чувствам выйти за границы, любовь так и осталась, эти отношения платоническими. И здесь наоборот, говоря о том, что он был алим, когда говорят, мне лично становится понятно, почему он не позволил себе лишнего. Алимы, ученые, они всегда бывают очень строги к себе, более даже строги, чем к другим людям. Теперь давайте вернемся к нашей теме. Дальше что произошло после того, как он посвятил Маллай Мухаммаду? Он пришел в Балхар, а это находится рядом Чаящи, это село. Вот какое у него сердце, как душа хотелось бы, да, со стороны, с гор смотрит на село, не может туда. Он пришел туда и сказал: Мухаммад, я тебе доверяю своего сына, аман от тебя. Я не могу, ну, он знал, что он не вернется в село, так и не вернется еще он. Ну, раз он слово дал, что он не вернется. Да, потому что он знал, что Кадар у него... То есть, прежде чем покинуть, он пришел и сделал распоряжение, чтобы его сын, который остался сиротой... Да. Вы знаете, написанное им из тюрьмы, там пишется, что его отправляют в ссылку. Да. Оно известно, оно было опубликовано и переведено. И там он пишет в конце этого письма, видимо, это произошло до того, как его отпустили, я не знаю. Много вы мне говорили, но ничего я не воспринял. Разве можно предотвратить то, что судьбою предначертано? Вы меня упрекаете, что не прислушался я к вам. Что же делать, если мне было суждено на чужбине век прожить? У каждого свой ум и свои умозаключения. Но разве кто может избежать, что Богом предначертано? Все остальное слова. Ничто в подлунном мире не подвластно человеку. Просьба у меня великая к кумухским людям. Вместе с Вицхинским Магалом простите меня. Мои братья дорогие, видно, так суждено. Приговор вынесен, отправить в Сибирь. Решением ли правосудия отправляют меня в ад? Не стану вас осуждать, не стану вас в грех водить. Вы тоже меня не судите. Пусть мы расстались с вами по воле рока. Но я буду молиться милосердному Аллаху, чтобы ваша печаль по мне вас в рай привела. В день 5 раз с намазом буду просить Бога, чтобы горе мое стало вам преградой в ад. Лед растаял, все кругом расцвело. Все, что было в укрытии, вышло на солнце. Только для меня, пленника, все закрыто кругом. Проезжала мать проститься со мной. Один раз только с ней увиделись. Нам даже поговорить не дали. Если в бренном мире ты разлучаешь нас, Аллах, в потустороннем дай нам воссоединиться. Кто по мне соскучился, идите к сыну моему. Кто хочет сделать мне добро, к матери моей идите. Кто хочет со мной говорить, к брату моему идите. Кто на меня в обиде, прошу простите. Если кому я должен, обратитесь к брату моему. Врагам я тоже прощаю. Всем друзьям и знакомым посылаю салам. Всем близким и родным посылаю благословение. Я с вами прощаюсь, поручаю вас Аллаху. Увидимся ли еще, не знаю. Кому поручить сына сироту, без матери растет.
И Да, вот он, да, видимо, да. нашел уже когда, и прежде чем покинуть Дагестан, он пришел и... Да, и несколько писем, вот стихи его, и односельчане сочинили, ну, имеется в виду, его внучка, она умерла, тоже Зайнаб звали. Вот она все время вот читала ее. Потом там сохранились еще письмо вот этого его друга. Вот они переписывались, несколько писем. Вы имеете в виду письмо Абдул-Карима Баратова в стихотворной форме? Да, да, да. Тоже вот они друг другу пишут. Вот о котором мы говорили, который У него- ухаживал да, за могилой. у него последствия, что он попрощался с этим со своим учеником, это его ученик был. Малай Мухаммад? Мухаммад, да. Попрощался, и он идет через границу в Чечне. Он долгое время, там несколько лет, скорее всего, был он там. Он не мог, он хотел в Мекку, в хадж. Это было последнее его желание, потому что он и в своем стихотворении тоже, у него была вот единственное достичь, вот границы в то время закрыты. Мог ли он добраться? Вот остается загадка, но мне кажется, скорее всего, он добрался. Но в Чечне он тоже был. Его они любили, уважали чеченцы в Шали. Когда теперь там... Есть свидетельство о том, да, что он в Шали был? Да, да, да. Односельчанин был молодой парень, Абдуллахан. Он шел просто так. Шали, вот есть такой вот там поселок или, я не знаю, поселок или село вот в Чечне. Когда Ну, тогда он... село было, наверное, точно Да, в те да, годы. а сейчас я не знаю. Вот на скамейке сидел один такой вот старик, он так рассказывает, молодой парень. И когда он проходил, он, оказывается, салам не дал. Он говорит, что ж ты, юноша, даже салам не даешь? Он вернулся, дал салам, говорит, ты откуда? Он говорит, да вы не знаете, говорю, у меня такое вот маленькое село, никто ее не знает, маленькое Чаищи. Он не сказал, что я знаю, а как там вот эти, вот эти, вот эти? И с начала селения до конца он спросил, в последнюю очередь, он спросил про сына Амара. И более подробно. А до этого парня не дошло, ну, сразу, видимо. Он начал идти и вернулся. Он думает, а как он мог знать всех? Всех сельчан. Да, понятно, одну семью, второе. Вернулся, его там не было уже. Он исчез. И вот когда теперь он возвращается, этот парень, в село и рассказывает Амару. Амару, сыну Чащинскому. Да. Он уже вырос, естественно, он поехал в Чечню, в Шали, именно там, где он его начал спрашивать. И там один чеченец сказал, да, он был, мы его очень уважали, мы говорили, оставайся у нас насовсем. Но у него, говорит, мечта была, желание хадж. Вот этим мечтой, и мы не могли, говорит, уговорить его. И Амар вернулся грустный, ни с чем. Он То так есть не увидел отца. нашел, да, потому что он рассказывал это, когда, говорит, почему грустный после этого. Он говорит, я, говорит, за отцом думал, говорит, увижу, хоть не смог увидеться. И вот теперь дальше есть, вот внучка Зайнаб рассказывала, покойная тоже, что была весточка с Казани, с Татарстана, что он дошел туда. Вот дальше его судьба, вот я же говорю, он одна мечта добраться до Хаджа и все, потому что там его друг был. Вот как... То есть в Казани была весточка, что он на хадж шел, дошел до Казани. Да, и в Татарстане. И дальше вот уже это, обрывается, да? сама лично она мне рассказывала. Но Амар не мог это все рассказывать в то время, потому что за ним тоже следили. Ну, опасность Его была, да. арестовали несколько, 3-4 раза. Амара, сына Чащинского. Да, потому что он тоже должен был скрываться. Он сын ученого, шеха, и вот поэтому без конца его сажали. Еще есть одна очень удивительная история, когда меня поразила. Это день свадьбы, когда выходила дочь Амара замуж. Вы, наверное, более красочно расскажете. Здесь тоже вот односельчане, бабушки мои, вот из истории бабушек, потому что они хорошо знали и рассказывали, что Амар, естественно, вырос, выдавал, у него было 7 детей, вот у Амара. И вот 7-я, когда последняя выходила, ну все должны быть, да, радостны. 7 детей. Да, 7, да. Там было 3 девочек, 4 вот, сыновей, да.
И вот получается, что он выдавал, он был грустным. Опять это грусть у него. И они знали, что-то произошло. Вот потому что он всех прибадривал, и вдруг не то, что он был такой без настроения, но какая-то грусть его, что-то гложило его. Что-то беспокоило. Да, беспокоило. И когда у него спросила родственница, Амар, говорит, что ты же сегодня такой веселый вчера был, что... Эх, говорит Салихат, проводите без меня, ну вот отправьте... Дочку, да? Да, аманат, Аллаху аманат. У меня сегодня отец умер. Когда свадебное торжество и веселье было в самом разгаре, Амара нигде не могли найти. Обеспокоенные этим родственники начали его искать, нашли его в плачущем в самой отдаленной комнате. Они попросили его объяснить, в чем дело. После недолгого молчания Амар ответил, что сегодня скончался его отец Мухаммад Эфенди Чаяшинский. Он как-то узнал, у него тоже такой дорожа был, там и люди рассказывают тоже, сельчане все знают, его на могиле тоже там у нас в Тухчаре, там и как бы зират стоит. Такой человек, он узнал, говорит, и ночью, вот как ночь наступила, короче, он немножко отдохнул, говорит, рано на рассвете, говорит, он встал, ушел туда, в горе, где вот это его отец уединялся, халват там находится, она в очень прекрасном состоянии сейчас сохранилась. Понимаешь, здесь что интересно, что эти свои знания Чаяшинский передал Балхарскому. Мухаммад Малей. Это было скрытно, и никто это не знал. Есть алими, когда мы знаем все, да, известные, а это были скрытые. И Балхарский, в свою очередь, тайно, или как будто вот приходят гости, он проведывал его, и ему это учил его. И получается, что вот важную роль сыграл при воспитании Амара Балхарский. Впоследствии Малей так и не женился, так и остался, получается, потому что, когда он пришел к Чаяшинскому, Чаяшинский сказал, он был молодым парнем, красивый, симпатичный парень. Он говорит, научите меня, что вы знаете, всему тому, что вы знаете. Нет, говорит, это, говорит, ты знаешь, юноша, говорит, это нужно, даже у тебя времени на семью не останется. Это вот... Тогда он сказал, я согласен. Он начал его учить. И каждый раз вот через гору, он, естественно, у Чаяшинского оставался, тут нет сомнений никаких. Все, что знал, он передал ему. Потому что, и поэтому же Малей сам пишет, моему устазу, так вот он говорит. Что устазу, его, да. В переводе это получается от джама из арабского, потому что Малей сам по себе тоже уникален тем, что про всех алимов он написал стихотворение. Если бы эти стихи не сохранились, информация Да, про... действительно, мне довелось видеть на арабском эту книгу, где он в стихотворной форме повествует о всех, ну, известных ему, видимо, на тот момент. И про шейха Джамалдина Куддису. Да, есть стихи. Про шейха Хажи Ахмада Хажи, про Чаяшинского, про Укнинского Хажи Муса. Я эту книгу, между прочим, видел у Яраги, потомка Чаяшинского, его праправнук, получается, да, если быть правильным, тоже, который пошел по исламской линии, окончил Аль-Аскар в Каире. Да, Египте. Ну, конечно, такая кровь, хотя бы один из 7 должен идти по этому пути, я думаю, если не все. Так что эта вот веточка вот этих ученых не прервалась, она идет, дорогие друзья. Понятно, что сегодня, рассказывая о Мухаммаде Чаяшинском, мы рассказали о многих, и вам бы, наверное, хотелось, как и мне, побольше узнать об этом. Надеюсь, Айшат Гаджиева не откажет нам перед камерами прийти еще раз и рассказать о всех тех людях, о которых она писала, и о тех достоверных данных, которые она смогла найти. А мы вас призываем оставаться с нами, оставаться на страницах истории, изучать ее, любить ее. И всего вам самого хорошего, друзья. Передача наша подошла к концу. Огромная баркала, Айша. Спасибо вам тоже.